Сходи к дяде Мураду, скажи, что я еду в Пески. Если хочешь, что послать сыну, пусть несет. А можно Шамшат пойдет со мной? Конечно. Пойдем? Нет. Она не хочет со мной идти. Один пусть идет. Уже ночь. Одному страшно. Так он у тебя с сестренками на двор будет ходить. Ну и что? Куда будешь? Ох, эти девчонки. Девочки, помогите яблоки собрать. Чаман, чего ждешь? Иди скорей. Мама, принести наши подарки. Можно принести. Девочки, где наши подарки? Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Скажите папе, чтобы приготовили для него. Смотри, какая красота, они так старались. О, один лучше другого. Неужели ты сама вышла? О, настоящая мастерица. А это моя работа. Умница. О, какой красивый кисет, он мне пригодится. А этот кто сшил? Ты, Гюзель? Нет. Тогда Шамшат. Не угадай. Не угадал. Знаю, это Айна. Да. Сынок, что сказал дядя Мурат? Он утром все занесет. А это чей такой красивый кисет? Это Чаман постарался. Почему Чаман спит вместе с девочками? А что тут такого? Они же дети. Не бойся, мы не портим. Пей. Вот он у тебя и растет, как девчонка. Он мужчиной должен быть. Укладывай отдельно. Что, у нас комнат не хватает? Да он боится один. И так ты его воспитываешь. Балуешь очень. Что ты ворчишь? Тебя месяцами не бывает. Кружишь по своим пескам. А мальчику отец нужен. Тогда и будет расти мужчиной. Приготовь Чаману одежду. Возьму его с собой. А если волк вас съест? Не съест. Спи, доченька. Спи. Никого. Когда же он вернется? Завтра днем
днем по республике ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен северо-западный ветер с пыльной поземкой. Скорость ветра 18-23 метров в секунду. Повторяю. Завтра днем Зачем я только приехал сюда? Здесь так скучно. Что это? Ты кто такой? Да. На. На. Угу. Хватай. Хватай. На. Ой. Ах ты, кусаться вздумал. Ну тогда мы с тобой по-другому поговорим. Вот тебе. На. На! Хватай! Хватай! Ты куда? Пропал. Папа! Я ведь должен быть с Атарой, сынок. Папа, здесь так скучно. Мы скоро отсюда уедем. Поедем домой. Я хочу вернуться домой. Мне очень надоело здесь. Ну, поедем, а? А как же овцы? Пусть дедушка пасет. Иди, поставь чай. На. Ты хоть свои каникулы проведи со мной. Отец, пора бы уже не гонять так. Что-нибудь случилось? Да или опять удрал. Сам виноват. С ним надо построже. Он тебе тоже не чужой. Брат все-таки. А теперь кто нам даст помощника? Какая горячка. А Тару надо к новому колодцу перегонять. Сейчас все должны быть на ногах. Как перегоним Атару, я съезжу за Тайли. А меня тут одного оставишь? Если охот начнется, я не сумею управиться. Обернусь до охоты. А тебе пока Чиман поможет. Подними чайник. Чаман поможет. Да ему самому нянька нужна. Они только и могут сидеть перед телевизором да кино смотреть. Это они могут. Отойди, это не твой, не видишь, что ли?
понюхает, собственного детеныша не узнает. Баран он и есть баран, только бы брюхо набить. Вместо мозгов одно сено. Бе, бе. Бе. Надоели. Ребята, наверное, сейчас играют. Сестренки смотрят кино. И тебе не с кем играть. На, кути. На. Попал. Отвечай, в школу ходишь? Не ходишь, лентяй? За мной! Скорей! Скорей! Не кричи, не маленький. Чаман, Алабай хотел с тобой поиграть. Он считает тебя своим. А ты испугался. Иди покорми собак. Они уже есть хотят. У собак тоже режим. Чтобы они были надежными пастухами, хозяин должен заботиться о них. Запомни, Чаман, сперва кормит вожака, а потом уже остальных. Сначала нужно щенка кормить. Он ведь маленький. Нет, ты ошибаешься, сынок. У собак другие порядки. У них сначала должен поесть старший. Там уж и остальные могут приниматься. Разве это справедливо? Ничего не поделаешь, природой так установлено. Вожак нужен, чтобы порядок был, и собаки тогда злее. Мне так не нравится. Дай щенка. Совсем затискал. Не реви. Ты что, девчонка? Загонь овцы непоенный. Иди напои. И хвост отрезали.
собака поскулить перестанет. Как же папа так мог? Не надо, успокойся, у щенка все заживет. Из него получится хороший помощник для чапана. Если бы тебе отрезали уши, ты бы так не говорил. Ах ты глупенький. Этот пес всю отару должен будет оберегать от волков, а в схватке длинные уши и хвост ему могут помешать. Поэтому у пастушей собаки уши и хвост должны быть короткими. Ну, хватит, перестань, не плачь. Волки воют, слышишь? Это шакалы. Ложись спать. А вдруг придут сюда? Нет, не придут. Повоют и разбредутся. Они сами людей боятся. Спи. Тебе завтра рано вставать. К другому колодцу переходим. Вы с дедушкой поедете на мотоцикле, а я отару перегоню. Через день буду там. Ну иди. Иди спать. Хорошо на крыше спать. Только лазить туда-сюда уже трудновато. Овцы уже 2 дня идут без воды. К тому времени, как придет отара, колодец должен работать, а то стадо погибнет. Не бойся, сынок. Тебе нужно сделать только одно. Привяжешь конец веревки к ремню, и я тебя вытащу. Я не смогу! Да ты пойми, если я отпущу, ты же не сможешь меня вытащить, правда? А кроме нас здесь никого нет. Деда! Деда, вытащи, я не держусь, здесь страшно. Мы должны достать ремень. Здесь темно, деда. Деда, тащи скорее меня наверх! Там вода! Мама! Я же прошу тебя, деда! Подними меня, пожалуйста! Здесь очень страшно! Эх ты! Тащи скорее! Помощник!
Дедушка, ты упадешь в колодец. Дедушка, миленький, не лезь, не надо. Отстань, не мешай. Говори спокойно. Веревка соскочила с колеса. Сейчас я сделаю так, что она ослабнет, и ты ее накинешь снова. Деда, я все сделал, готово. Да, верно. Один человек ничто, даже себя не поднимет. Слышишь, Отара? А, папа пришел. Тут у вас? Ремень оказался в колодце, дедушка за ним лазил. Я его привязал, теперь вытащить надо. Ага, тебе только по колодцам лазить. А как же ждать, пока механики приедут? Нельзя же Отару без воды оставить. Вот я и полез.
Все это из этого его Тайли. Сходи за верблюдом. Занимался бы каждый своим делом. Все было бы в порядке. Знаешь что? Тебе нужно съездить за Тайли в поселок. Нельзя мне ехать. Вот-вот охота начнется. А сам он не вернется. Шаман! Забери щенка! Ты же знаешь, у парня ветер в голове. Ферме не знают, что мы перешли к другому колодцу. Надо предупредить их. Ну ладно, ладно, поеду. Заодно и корм получу. Смотри, погода портится. Вижу, что портится. Успею. Мальчишку с собой захвати. Нет, пусть остается здесь. А ты куда собрался? Домой хочу. Что ж, мы дедушку одного здесь оставим? А кто ему помогать будет? За ягнятами присматривать, собак кормить? Нет, сынок, так не годится. Слезай. Я домой хочу. Значит, что же получится? Я уеду, ты уедешь. Пусть дедушка один остается. Большой мальчик. Должен понимать такие вещи. Я надеялся на тебя.
Ну-ка, сынок, помоги мне. Отгреби золу в сторону. Вон палка. Учись петь чурек. Пригодится. Смотри, как надо. Вот это сюда отгреби, а внизу останется горячий песок. Ой, а пыль к тесту не пристанет? Разве это пыль, песок? Не пристанет. Чё, говорю? Чё? Деда, а я поеду с тобой? Ты один поедешь. Это недалеко. За холмом увидишь солончак, а там уже и колодец через пару барханов. Бяшимага поможет тебе набрать воду, а я схожу за отарой. Нет, без тебя не смогу. Подойди сюда. Что еще за выдумки? Не смогу. Сядешь и поедешь, все прямо. Да верблюд только туда и пойдет. Он эту дорогу лучше нас знает. А если не А знаю? ну, садись. Ну, хватит торговаться. Надоело. Это он не может, то он не может. А что ты можешь? Нам нельзя без воды. Я заблужусь. Ничего с тобой не станет. Только сиди да погоняй. Воду тебе нальют. Чё? Чё? Зачем ты меня туда посылаешь? Я не знаю дороги. Я заблужусь. Я полководец Чиман. Пусть войска отдыхают. Раскиньте шатры. Мой шатер оставьте вон на той горе. Разжечь костры. Да, можете веселиться. А это кто там? Ага, иди.
А вот и колодец. Наконец-то. Доставай бидоны. Эй, мальчик, можно набрать воды из вашего колодца? Конечно, только она соленая. Здравствуйте. Здравствуй. Нам нужна питьевая. Вот, берите. Нам много нужно. А где вы берете пресную воду? Из другого колодца, это недалеко. Недалеко. Здравствуй. А ты что, здесь один? Да, один. Здравствуй. Ну и как, не боишься? А, Послушай, не проводишь на складе? хорошо. Заодно для тебя воды привезем. Освобождай бак. Какой шустрый. Чё? Зачем тебе верблюд? У нас ведь машина. Нет, без верблюда нельзя. Это что-то новое. Интересно. На машине куда проще. Раз-два и готово. Дяденька, поезжайте за верблюдом. Почему за верблюдом? Ты что, без него не найдешь дороги? А? Верблюд знает дорогу. Ну, за верблюдом, так за верблюдом. Поехали. Сколько же мы за ним теперь будем плестись? Ну, что поделаешь? Садись в кабину. Видели. Они скоро и к нам приедут. Неси сюда, здесь завалим. Что же ты, сынок, кош оставил? Это, конечно, хорошо, что ты геологов проводил, но ягнят бросать одних нельзя. За ними глаз да глаз нужен, больше так не делай. Что же это за геологи такие? Без верблюда колодца не могли найти. Ну, неслыханное дело. Как набрали воду, я тут же вернулся. Знаешь, дедушка, они, оказывается, первый раз сюда попали. О, и ты среди них оказался знатоком пустыни. Види, он какой вояка. Смотри, как играет. А помнишь, как ты плакал, когда ему уши резали? Уважаемый Мерген Ага, ваша мечта сбылась. Ансамбль Хмыл приехал специально для вас. Ты все шутишь. Нет, я серьезно. Девушки, Мерген Ага герой социалистического труда. Так что не подкачайте. Постараемся, девушки, для такого знатного человека. Ой, конечно, давайте вы свою давайте ему, наверное, понравится. Приготовились, да, остановитесь. Да не спорты, мы будем сразу танцевать и не отдыхайте. Ахаммаль, ахаммаль, ахахахаммаль, ахаммаль, ахаммаль, ахахахаммаль. Ağaç başında narım, düğünde intidarım. Öldürdüler, koydular, sol oğlan sever yarım. Ahkammal, ahkammal.
Да, видно, их много было. Крепко тебе досталось, Конурджа, бедняга. Сколько раз ты меня выручал. Перестань плакать. Иди присмотри за стадом. Ах, Конурджа, Конурджа. Верно, ты мне служил. Настоящим волкодавом был. А ты что спрятался? Раз родился на свет, значит, бегай. Ну, пошли. А вы что сбрились? Шаман, снимай седло с осла. Нам надо ехать в Атару. Зачем, деда? Охот начался. А техник на 3 дня ошибся. Вон их сколько. Смотри, что делается. И отца твоего до сих пор нет. Наверное, еще Тойли не нашел. Ну вот и все. Поторапливайся, сынок. Только ночных волков надо остерегаться. Дождь усиливается, быстрее, сынок!
подсунуться. Немедленно сообщить на ферму, в такой дождь подохнут ягнята. Быстро гони на кош, отвези ягнят. Укрой их в яме и немедленно возвращайся, а я пока остальных соберу. Приезжай. Ну чего стоишь? Погоняй. Ну, пошел, пошел. Творил. Возьми ягненка. Едешь на центральную ферму. Вот и дождь утихает. Конюни не распускай. Дорогой держись лицом к луне. Скажешь за фермой, чтобы срочно прислал помощников и машину. Сперва только обязательно.
Чего кричишь? Ты кого-нибудь ищешь? Где за фермой? Зачем он тебе? Дедушка просил прислать машину и помощников. А ты откуда? Кто твой дедушка? Мирга-нога. У вас тоже отход начался? Да. За фермой вон под навесом. Сенсири? А вы заведующий фермой? Да. Дедушка просил передать, чтобы вы... Да, знаю. Мне сказали. А ты, я вижу, хороший помощник. Молодец. Вон та машина, видишь? Поедет к вам. И людей я дам. А ты возвращайся. Езжай. Теперь моих ягнят сюда увезут. Смотри, какой красавец! Разве можно такого оставить сиротой? Возьмите. Мэ, 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 мэ. Бери. Мэ. Эй, ты что делаешь? Я хочу выпустить своих ягнят. Да подожди! Отпусти, деда, я все равно их выпущу. Я не хочу, чтобы их всех убили. Что с тобой? Пусти меня, Я деда, тебя пусти. зачем посылал? Если Где ты видишь, помощники? что с ними там делают, там А где все машина? шкуры сдирают. Я сам их позвал. Теперь не обязательно приеду. Ты же Успокойся, знал, зачем они их перестань. забирают. И все равно меня послал туда. Я сам виноват. Деда, Тут никто не виноват. дедушка, нужно спрятать всех ягнят, чтобы они не смогли их найти. Они увезут Успокойся, наших я ягнят. сейчас всё Разве объясню. тебе их не жалко? Да Какой не же ты кидайся чудак. ты Я не так. отдам их, отпусти меня. Остановись. Деда, миленький. Да их что с надо тобой отпустить. делается? Давай отпустим. Ну, ладно, хватит. Успокойся. Все, перестань, не плачь. Смотри, какой сильный. Ну, тихо, не надо. Тихо. Ах, мой хороший, не плачь. Нельзя себя так терзать. Да, так устроен мир. Человек сажает дерево, потом ухаживает за ним. Для того, сыночек, чтобы после собрать урожай без пищи, одежды, не проживешь. Вот так, мой верблюжонок.
Что такое? И отару распустил. Шаман! Куда он подевался? Откройте дверь, пожалуйста! Тетенька, довезите меня до Мары! Давай сумку. Билет у тебя есть? Нет. Без билета нельзя. Тетенька, мне недалеко. Нет, без билета не могу. Тетенька, мне очень нужно. Отойди, мальчик, веди. Я вас очень прошу, тетенька, мне очень нужно. Возьмите меня, тетенька. Я знаю, может, возьмите меня. Тетенька, пожалуйста. Отойди от поезда. Под колесо попадешь. Мне домой нужно. Довезите меня. Я вас очень прошу, тетенька, возьмите меня. Пожалуйста. Отойди. Мне потом отвечать за тебя. Вот привязался. Куда же я дену? Я заблужусь! Передаем специальное сообщение Бюро прогнозов. По сведениям метеорологов, ожидается ветер с пыльной поверхностью. Скорость ветра может достигнуть 40-45 метров в секунду. К концу дня пройдут ливневые дожди. Всем хозяйствам, колхозам и совхозам, находящимся на пастбищах, рекомендуем отогнать свои отары в кошары и летние загоны. Повторяю, по сообщению Бюро прогнозов ожидается ветер с пыльной поземкой. Там идет. Не чаман ли? По радио сказали, что будет ураган. Еще сказали, что будет сильный ливень, нужно укрыть отары и перевести их в летние загоны. Хорошо, что ты вернулся, сынок.
как резвятся.